У 8-летней дочери Разии Абдинабекызы диагностированы некоторые симптомы аутизма. Мама отмечает, что при рождении не замечала у девочки никаких патологий. Разия забила тревогу, когда ребенку исполнилось 3 года, поскольку девочка так и не заговорила. Мама начала отвозить дочь к логопедам, и там ее ребенку поставили предварительный диагноз. Я до этого не знала о существовании такого расстройства, как аутизм. Отвозила дочь ко многим специалистам, но никакого результата не получала. В итоге обратилась в государственный реабилитационный центр. Там нам хорошо помогли. Сейчас она может назвать свое имя, считать до 5 и знает некоторые буквы. До этого она даже звука не могла издавать. В последние годы государство начало поддерживать детей с таким диагнозом. Для этого открываются реабилитационные центры с необходимыми условиями. В числе таких учреждений есть столичный центр «Гелечек». Специалисты проводят занятия по методу поведенческой терапии. Лечение здесь бесплатное. И вот в нашем центре открыта была сенсорная комната, 2 сенсорные комнаты, где мы можем работать с... поскольку эти дети имеют нарушение чувствительности, то мы работаем с различными вот этими видами чувствительности и пытаемся как-то корректировать вот эти виды. И это способствует тому, что ребенок становится более спокойным и ему нравится обычно эта сенсорная комната, снижается его тревожность, потому что тревожность является одним из таких симптомов, которые сопровождают этого ребенка. И дальше почти у каждого ребенка идет нарушение мелкой и крупной моторики и нарушение координации. И вот в нашей комнате, например, есть приспособления, которые помогают скорректировать его координацию и крупную моторику. Для обеспечения доступа детей к качественным медицинским услугам. Развитие инклюзивного образования в стране – один из актуальных вопросов. Сегодня эту тему обсудили на круглом столе, который в целом был посвящен реализации планов по защите прав детей. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что в первую очередь обществу надо менять отношение к особенным детям. Хочу сказать, что наш план, который был составлен в реализацию заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка, он охватывает как раз-таки большую часть вопросы и образования и вопросы насилия. Я с вами согласна, потому что вы сами знаете, что сейчас и президент ведет большую реформу, и министерство работает над тем. Но вопрос инклюзии нам оставляет желать лучшего. Нам нужно в первую очередь поменять наше вообще восприятие отношения к таким детям, к особенным детям. И то, что такие дети, они должны получать образование, в какой форме, как это должно быть. Наш государственный орган, который занимается вопросами образования, он должен принять соответствующие меры и вводить это инклюзивное образование. По данным Минтруда, в стране проживают 34 тысячи детей с ОВЗ. Глава ведомства отметил, что в стране реализуются важные шаги по защите детства. В частности, президент Садыр Джапаров инициировал программу по поддержке многодетных семей в условиях высокогорья Балабереке, а также поддержку детей-сирот по программе «Гелечеке Салым». Здесь поднимается вопрос об инклюзивном образовании, которое на сегодняшний день это самые люди с инвалидностью. На сегодняшний день у них тоже это очень большая проблема в образовании. Мы совместно с Министерством образования, здравоохранения и другими министерствами вот эти моменты должны выровнять. И данный круглый стол для нас очень важен в части рекомендаций и внедрения лучших практик других государств. Стоит отметить, что с докладами о дальнейших планах в сфере защиты прав детей до 2028 года выступили представители Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения. Аймерим Назарова, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.